Постановка проблемы. Переход образования онлайн из-за вспышки COVID-19 выявил ряд серьезных минусов в дистанционном образовании. Преподаватели массово отмечали, что ученики хуже усваивают материал онлайн. Ученики жаловались, что уроки стали скучны и утомительны. Урок в классе и дистанционный урок за экраном компьютера – это разные форматы. И механическое перемещение традиционного обучения в онлайн оказалось неэффективным. Для чеченцев, по тем или иным причинам утративших родной язык, зачастую единственный способ его изучить – это проходить уроки онлайн. Мы предполагаем, что пик спроса на уроки чеченского впереди, потому что миграция усиливается, рождаются дети вне чеченской языковой среды, кому впоследствии приходится изучать родной язык уже как иностранный и тоже дистанционно. Вторая проблема – отсутствие выверенного алгоритма подачи и качественных учебных материалов. Ситуация осложняется тем, что на сегодняшний день качественных цифровых материалов для преподавания чеченского как иностранного, по нашим сведениям, нет. Преподаватели вынуждены сами разрабатывать и верстать презентации уроков, не обладая знаниями и навыками в области типографики, композиции, работы с цветом. Потому что верстка и дизайн – это совсем другая профессия. Делая, по сути, все возможное, что в их силах. Но материалы, созданные без учета физиологических законов зрительного восприятия, бывают визуально агрессивны даже для взрослого человека. Такие пособия не могут соответствовать санитарным требованиям, предъявляемым к образовательным материалам для детей. Созданные в спешке, без редактуры и корректуры, могут содержать опечатки, ошибки и расхождения с орфографическими нормами чеченского языка, принятыми в 2020 году. Третья проблема – значительные временные затраты при низкой эффективности. На сегодняшний день при онлайн-обучении чеченскому ученикам приходится иметь дело с набором разрозненных презентаций и PDF-файлов, которые создают хаотичность, путанность и не отличаются высокими издательскими стандартами. По личному опыту одного из авторов данной статьи, моему опыту, ученик вынужден иногда по нескольку раз пересматривать видеозаписи занятий, сопоставляя их с файлами презентаций, переписывать слова и фразы, произнесенные учителем во время урока в рабочую тетрадь. Звук видеозаписей вполне достаточного качества для человека, владеющего чеченским, недостаточно качественный для изучающих язык с нуля. Долгота гласных, смыслообразующая характеристика языка, абруптивы и аинированные звуки слабо различимы для неподготовленного слушателя. Практика поиска в видеозаписи слов и фраз с последующим переписыванием в тетрадь, безусловно, нарабатывает навык писать по-чеченски, повышает орфографические компетенции, но никак не способствует структуризации знаний, восприятию языка как системы, неэффективно для запоминания и мало способствует усвоению богатейшей фонетики чеченского языка и постановки речи. Внимание и силы распыляются на выискивание и выписывание раздробленной информации. В такой ситуации даже взрослому человеку нужно обладать не только достаточным запасом свободного времени, высокой мотивацией к обучению, но и долгой волей, чего невозможно ждать от детей. И это при том, что в соответствии с Санпин продолжительность использования электронных средств обучения для детей ограничена. Для младшего школьного возраста допустимое время использования компьютера или планшета от 80 до 90 минут. Для среднего школьного возраста 120 минут, для старшеклассников от 120 до 150 минут в день. Использование смартфонов в онлайн-занятиях для детей не допускается. Здесь у нас масштаб задачи. Владение языком – это сложный интеллектуальный навык, который включает в себя несколько отдельных поднавыков. Это навык запоминания и усвоения новой лексики, грамматический навык, включающий в себя выбор структуры, оформление грамматических единиц в соответствии с правилами согласования, временным параметром и оценка правильности этих действий. Навык понимания речи на слух и навык говорения. То есть, чтобы говорить, нужно говорить.
Нейрофизиологами установлено, что правое полушарие, ответственное за формирование связи между предметом и цветом, цветом и словом, за целостный образный характер познавательной деятельности, развивается быстрее левого. Способность к анализу, детализированию, абстракции, выстраиванию алгоритмов, оперированию знаком, символом обеспечивается левым полушарием. Поэтому дети правополушарные в силу особенностей возрастного развития часто не понимают логически мыслящих левополушарных учителей. Для восприятия абстрактной информации после окончания гиперсенситивного периода развития речи, это педагоги знают, от 0 до 3 лет, длится гиперсенситивный период развития речи, такой как восприятие информации, такой как фонетические закономерности, правила согласования, алгоритмы формирования временных форм глагола и падежных форм существительных, необходимо включение зоны левого полушария. Усвоение такого объема знаний – серьезная интеллектуальная работа даже для взрослого человека. Если же мозговые структуры ребенка оказываются неподготовленными к работе с абстрактной информацией, он ее усвоить не в состоянии, не хочет, он просто не может это усвоить. Повышенная нагрузка на неподготовленные мозговые структуры может привести к психотравмирующим ситуациям, к нежеланию продолжать обучение и к отторжению от учебы в целом. Суммируя вышеизложенное, большой объем учебной информации требует продуманной последовательности подачи материала. Материал должен быть структурированным и стремиться к цельности. При обучении детей необходимо создавать условия, которые позволяют поддерживать здоровье мозга, мягко и плавно, подключая левое полушарие, избегая чрезмерной нагрузки. Цифровые материалы должны быть приведены в соответствии с основными гигиеническими требованиями книгоиздания как для детей, так и для взрослых, проходить редактуру и корректуру. Обучение должно быть организовано так, чтобы достигать более качественных целей за счет использования новых методов, облегчающих усвоение знаний, постановку навыков, при этом сокращая время пребывания учеников школьного возраста за компьютером. Вариант решения. Носитель. Привычный формат с мультимедийными функциями. Многие века книга была и по-прежнему остается лучшим форматом для изложения системы знаний, в отличие от разрозненных документов, брошюр, презентаций, видеозаписей. В книге читатель перемещается по тексту беспрепятственно, тематические блоки не разрознены и ничем не отделены друг от друга. Формат книги подразумевает последовательность изложения, структуру и целостность. И как мы предлагаем запоминать лексику, подключать мнемотехнику и чеченскую этимологию. Приемы мнемотехники, так называемого внутреннего письма, позволяют запоминать большие объемы новой лексики с помощью ассоциативно-образных связей. И вот здесь у меня будет медведь, надеюсь, видно, медведь и медвежонок. То есть розовый медведь, он у нас чаю, танцует на соломе, на зеленой соломе чаду, и поэтому остается образ у изучающего, что вот розовый медведь на зеленой соломе танцует ча-ча-ча, солома у нас обязательно зеленый, класс ду, медведь ю, розового медвежонка опускаем в чашку с зеленым чаем, и у нас чай-то вот это запоминается, это так хорошо запоминается, что потом очень сложно забыть становится. Если мнемотехнику дополнить этимологической базой чеченского языка, подкрепить смысловыми взаимосвязями, то эти приемы становятся эффективнее в разы. То есть сама мнемотехника чистая, она работает, но она работает не столь хорошо, как при подкреплении этимологической базы. Вот. Я надеюсь, видно. Вот нательный волосок, чо, да, вот, и медведь. И вот эта вот иллюстрация, она поясняет изучающему, почему отвечает на вопрос, а почему медведь по-чеченски ча? Потому что это зверь, у которого много чо, нательных волосков. И формируется
Смысловая взаимосвязь и понимание, что чё, чай, чай-то – это однокоренные слова. Этого забыть уже невозможно. Это уже ученик постигает смысл, смысловые взаимосвязи. Вот, следующая иллюстрация. Тоже на этимологии, на славянских лексических параллелях, поясняющая, почему Каин – это белый, а Эш – черный. Потому что бепик бывает пшеничный, белый и ржаной, ржаной, черный, ржаной. И это тоже уже очень сложно забыть. Лексика запоминается железобетонно при такой подаче. Визуализация классного согласования. При такой подаче материала легче понять и усвоить принцип классного согласования. Например, вот у меня тут должна быть девочка с медведем и мальчик с котом. Я надеюсь, зал виден. Вот. И когда мы выделяем цветом существительные в абсолютном падеже их классы, это становится понятен принцип, что с чем согласуется. Мы вместо 1000 слов показываем картинку и поясняем. Вот. И вот такой принцип согласования можно использовать и с классными глаголами, с прилагательными, с причастно-депричастными формами. То есть вот здесь следующая иллюстрация. Там юа, ёлшью, зуд ёлшью. И тут понятно, почему гаки дёлшту. Вот, если мы выделяем это все, ребенок это видит, понимает, что с чем согласуется и по какому принципу. Далее, инклюзив и эксклюзив. Очень знаю по своему опыту, что преподавателям чеченского языка как иностранного очень сложно объяснить разницу между ва и тхо. Ученики слабо понимают. И вот смысл инклюзивной, эксклюзивной формы местоимения первого лица множественного числа воспринимается и усваивается легче и быстрее, когда он визуализирован в виде ситуационных комиксов, расположенных рядом на одном развороте книги. То есть не разнесены вот эти иллюстрации, одна там на одном файле, другая на другом. Это нужно сопоставлять, чтобы ученик мог сравнить, мог уловить разницу. Вот. И вот таким образом вот подается информация, достаточно быстро это усваивается смысл. Номинатив и эргатив тоже это одна из самых сложных тем для преподавателей чеченского языка, для того, чтобы объяснить разницу между со и ас. Как правило, понимают единицы. Компоновка примеров номинативной и эргативной конструкции предложений с противопоставлением однокоренных переходных и непереходных глаголов рядом на одной странице или развороте позволяет ученику сравнить, сопоставить и понять суть отличия действий глаголов и принцип, по которому делается выбор между той или иной конструкцией предложения. Вот. Сравнивая и сопоставляя примеры, ученик самостоятельно может устанавливать сходство и различия между конструкциями предложения, а дополнительные примеры предложений с объектами разных классов помогают лучше усвоить принцип классного согласования в целом. Вот здесь тоже иллюстрация. Шрифт меньшей насыщенности в непроизносимых буквах. Одна из типичных ошибок у изучающих чеченский язык – это чтение окончания родительного падежа. Зорбанан, хуманан и все вот такое. И это очень сложно искореняется. Использование шрифта меньшей насыщенности в окончаниях помогает ее преодолеть, не мешая при этом усвоению правил орфографии. И вот здесь корни у нас корни с принцип легче понять принцип чтения, но не давать мозгу сигнала, что вот это нужно читать, потому что в русском языке мы читаем все буквы. И вот переключиться на «вижу, но не читаю», вот этот прием помогает.
Обозначение дифтонгов и долготы. Поскольку долгота гласных в чеченском языке смыслообразующая характеристика, обозначение дифтонгов двумя буквами «е», «о» и долгих гласных верхней чертой помогает ученикам запоминать правильное произношение слов и распознавать их в речи. То есть это то, что было принято в реформе в 2020 году. Но это действительно очень помогает усвоить правильное произношение. Общая последовательность подачи учебных материалов. Человека, не освоившего стержневые формы языковой структуры, правила согласования и закономерности флексии гласных постоянно будут преследовать сомнения в правильности, адекватности его речи. Без понимания базовых принципов и закономерностей языка осмысленного продвижения в изучении не будет. Ученикам придется полагаться только лишь на свою память, заучивая фразы без их понимания, запоминать формы времени глаголов и формы существительных в косвенных падежах, как разные, никак и ничем не связанные друг с другом слова. Основное направление в подаче материала, на наш взгляд, должно идти не от частностей, но от принципов. От принципа согласования по классам и числу, закономерности флексии корневой гласной, принципов построения чеченского простого предложения, которое описала в своей диссертации Хавва Бакуевна Навразова, ссылаясь на профессора Халидова. Вот. Еще в 2004 году, окончательно опровергнув выделение дативной, генитивной, локативной и прочих конструкций в чеченском языке. Вот, к сожалению, именно опровергнутая и искажающая понимание структуры языка теоретическая модель до сих пор встречается в преподавании чеченского как иностранного, вместе с выделением прямого дополнения с обозначением как главного члена предложения. Это все до сих пор есть. И вместо того, чтобы создавать ясность, формирует искусственные барьеры, ведя изучающих крайне тернистым и запутанным путем. Частая методическая проблема объяснения структуры предложения на новой, незнакомой ученику лексике, накладываясь на эту ложную теоретическую модель, создает дополнительные барьеры на пути понимания языка. Чтобы их выявить и ликвидировать, изучающему потребовалось бы прочесть не только каждый изданный самоучитель, но и книги для специалистов за и советский, и постсоветский период, а также научные публикации ведущих чеченских филологов за последние 20 лет минимум. Это огромная тяжелая работа, которая немыслима для специалиста, не являющегося немыслимо для человека, который не является специалистом в чеченской философии. И заключение. По отзывам преподавателей чеченского языка как иностранного, предварительные результаты, полученные при тестировании описанных приемов визуализации и последовательности их подачи, показали свою эффективность на онлайн и офлайн занятиях с учениками от 11 до 60 лет. На самом деле там были меньше дети, от 4 лет, но так вот, чтобы сказали, да, дети понимали, это вот от 11 лет, ну и вплоть до самого старшего ученика. Таким образом, были получены подтверждения, что визуализация, увеличивая плотность информации, упрощает и ускоряет ее осмысление и усвоение учениками. На основе описанных приемов инфографики были разработаны электронные экспериментальные пособия для детей, книги Олхазарш, Саглмадши, Цермет Дешнаш, которые требуют проверки и оценки ведущих языковедов и профессионального педагогического сообщества Чеченской Республики.